А сейчас мы расскажем последнюю информацию о лесопожарной обстановке в регионе. По имеющимся данным, на территории республики действует 163 лесных пожара на площади 884 тысячи гектаров. Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов. Согласно прогнозу якутских синоптиков, сегодня и завтра в Ленском, Алекминском, Алданском районах ожидается установление чрезвычайно высокого 5 класса пожароопасности. В Жиганском и на юге Тампонского районов сохраняется высокий 4 класс. Более подробно о ситуации как в регионе в целом, так и в отдельно взятых районах нам готов рассказать руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов. Владимир Алексеевич, каковы данные к этому часу? Здравствуйте, Василий. По оперативным данным на 17 часов 8 августа в Государственном лесном фонде зарегистрировано 163 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, с которых составляет 884 тысячи гектара. Площадь активного горения составляет 28 тысяч гектаров, возникшие преимущественно вследствие интенсивных грозовых разрядов, прошедшие на территории республики. По 12 лесным пожарам, действующим на территории 7 муниципальных образований, проводится работа по тушению на общей площади 1109 гектаров. За сутки локализовано 4 пожара на территории 3 районов. Кроме этого, на тушение пожаров задействовано 624 человек, работников пожарной десантной службы 268, местного населения 139, лесничества 4, лесопожарных химических станций 103, МЧС 110. Кроме этого, 50 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 200 гектар на территории 2 муниципальных районов. К исходу дня планируется ликвидация пожара на площади 60 га, расположенной на территории Нербинского района. Работа авиации, патрулирование 3 воздушными суднами на территории 8 муниципальных районов. Предварительными причинами возникновения 206 лесных пожаров, по которым принимаются меры по тушению, по данным РДС, является это линия электропередач 4, местное население 34, отгроз 158, земель иных категорий 110. В зоне контроля лесных пожаров действует 151 лесной пожар грозового происхождения на территории 17 районов, общей площадью 883 тысячи гектаров, тушение которых приостановлено решением КЧС. Данные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. За прошедшие сутки в данной категории пожара в связи с прошедшими осадками ликвидировано 5 пожаров, площадь, пройденная огнем, которых составляет 32 тысячи гектаров на территории 4 муниципальных районов. Василий. Владимир Алексеевич, а как обстоят дела с задымленностью в столице, в Якутске? Какова обстановка с этим сейчас и стоит ли ждать горожанам смога в ближайшие дни? Задымленность в городе Якутске действительно имеется, конечно, как вы видите. Ветер северо-западный, дым идет с пожаров на севере. Как вы знаете, это в Верхоянском районе. Кроме этого, в соседних регионах, это в Красноярском и Иркутской области, также идут крупные пожары, в связи с этим задымленность. За сутки, на 2 сутки, ветер северо-западный, а с субботы, то есть с 10 августа, ветер меняется и должно измениться, то есть задымленность должно уйти. То есть ветер будет северо-восточный. Далее, по данным Якутского гидрометцентра, класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды на 8 августа, по состоянию чрезвычайно высокий 5 класс ожидается в Ленском, Алекминском и Алданском районах, высокий 4 класс ожидается в Жиганском, Тампонском районах. И на территории республики, на остальной территории пожароопасность не выше 3 класса. В настоящий момент угрозы населенным пунктам и объектам экономики не имеется. На сегодняшний день у нас такая информация. Василий. Владимир Алексеевич, спасибо. Информацию о работе противопожарных структур нам предоставил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии региона Владимир Иванов. Актуальную лесопожарную обстановку мы обсуждаем каждый будний день в 18:15. Встретимся с вами завтра в это же время. Я же пока прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.